эфире программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Состоялось заседание комиссии по переселению граждан из аварийного фонда. Обсудили проблемы строительства и ожидаемые сроки ввода домов. Якутск получил средства в размере 40 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Сколько волгобасов в итоге получит город? В Ленске осмотрели строящуюся школу искусств о ходе строительства. Дан торжественный старт Году культуры в республике, о поставленных задачах и масштабных событиях в этом году. Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин готовится к участию в забеге в рамках марафона «Полюс холода». Расскажем подробнее. Якутия заняла первое место в ДФО по добыче полезных ископаемых. В республике объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности в январе-ноябре 2025 года составлял 1370 миллиардов 3 миллиона рублей. Второй показатель был у Сахалинской области, третий у Забайкальского края. Традиционное заседание комиссии по переселению граждан из аварийного фонда прошло под председательством Дмитрия Садовникова. Правительство Якутии совместно с застройщиками обсудили проблемы строительства и ожидаемые сроки ввода многоквартирных домов. В поле зрения первого зампреда республики Анабарский, Среднеколымский, Кобяйский, Мегино-Кангалахский и Нерюнгринский районы. Планируется, что ряд домов будут введены уже весной этого года. На финишной прямой находится многоквартирное здание в Анабарском улусе. Уже в конце месяца дом пройдет экспертизу управления Госжилнадзором, и в последующем объект будет введен в эксплуатацию. К сожалению, есть у нас подрядные организации, которые не сдали до конца объекты. Но оно так и было. Многие объекты – это северные районы, арктические районы. И в свете этого мы, конечно, имеем картину отставания. Но между тем есть также ряд объектов, которые остались в центре, да, заречных районах. Это в Амгинском районе 2 дома, Мегино-Кангаласу 2 дома. Здесь по 2 районам мы здесь из 4 объектов 2 надеемся завершать. Это в Мегино-Кангаласском районе, а в Амгинском районе картина остается напряженной. Впервые в истории Якутска городу выделили федеральное финансирование на покупку новых автобусов. Новый транспорт начнут закупать уже в этом году. Сколько в итоге город получит автобусов, расскажет Саргалана Неустроева. В якутском автобусном парке вновь пополнение. Еще в прошлом году администрация закупила 50 единиц транспорта. Вот они, те самые новые автобусы, которые недавно прибыли в Якутск. С них еще даже не успели снять пакеты. На первый взгляд они ничем не отличаются от тех волгобасов, которые уже сегодня курсируют по городу. Но есть одно важное отличие. Эти автобусы на 1 метр больше, соответственно, увеличивается и вместимость. Распределят их по загруженным маршрутам и тем рейсам, на которых преобладает старый автотранспорт. Большое количество автобусов распределено на необходимые маршруты типа маршрутов 5, маршрута 7, где в часы пик у нас большая заполняемость пассажирами, утренний час пик, вечерний час пик. Поэтому в первую очередь автобусы в большом количестве пойдут именно на эти городские маршруты. На линию новые автобусы выйдут уже совсем скоро. Осталось пройти техосмотр и оформить необходимые документы. Таким образом, больше половины всего общественного транспорта Якутска придется на современные автобусы. Их 182 единицы. Кстати говоря, обновление автобусного парка может частично снять проблему кадрового голода. Все потому, что водителями на новенькие автобусы люди идут чаще. Ну и кроме того, езда на волгобасах снижает нагрузку на специалистов. Коэффициент выхода на работу у техники, он, естественно, повышается, и усталость водителя уменьшается. То есть водитель устает в 1,5 раза меньше, чем на обычной технике. По новой технике пока что у нас все в порядке с водителями. Мы набираем тот минимальное количество водителей, которое нам необходимо, чтобы выпустить в первое время. Закупка продолжится, это факт. В декабре городской департамент по транспорту узнал радостную новость. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Якутск получил средства в размере 400 миллионов рублей. Эти деньги в течение 3 лет будут направлены на закупку новых автобусов.
В этом году запланировано не менее 20 единиц техники закупить. В последующих годах это уже будет уже 30 автобусов. Всего мы планируем купить не менее 70-60 единиц техники. Важно отметить, новые автобусы ездят на метане, что дешевле бензина и куда экологичнее. Так что современный транспорт как обеспечивает вместимость, так и бережет легкие и кошельки горожан. Сарглана Неустроева, Нюргун Старостин, Артумен Наговицын, Якутск. Почти 10 тысяч жителей Якутска прикрепились к новой смарт-поликлинике. Работа организации стартовала в конце минувшего года. Ее медики обслуживают население Жатая, Тулагина, Капитоновки, Кильдямцев, микрорайонов Кангаласы и Сатал. Как отмечают специалисты, новое смарт-оборудование значительно сократило время постановки диагноза, при этом повысив точность исследований. Еще один важный аспект – уменьшилась и нагрузка на врачей по работе с канцелярией. Весь документооборот больницы перешел в электронный формат. Не зря в декабре прошлого года поликлиника попала в российский топ-практик по организации записи и визуального оформления. Здесь все в этой поликлинике, начиная с обычных простых методик до сложного оборудования. Вы видите здесь, что у нас и КТ-аппарат есть, и МРТ-аппарат, очень серьезное реабилитационное оборудование, которое необходимо для реабилитации пациентов. Так что все, что необходимо, здесь есть. Глава Ленского района осмотрел строящийся объект здания школы искусств. В целом выполненные работы порадовали, но все же остаются и некоторые негативные моменты, которые предстоит устранить. Более подробно в нашем следующем сюжете. Глава района совместно с председателем районного совета депутатов и руководителем управления капитального строительства в очередной раз посетили строящееся здание детской школы искусств. Объект стал долгостроем. Подрядчик, который начинал строительство, оказался недобросовестным. Договор с ним был расторгнут. Сегодня на объекте работает другая строительная компания. Бригада трудится в авральном режиме. Закончить работу нужно до конца текущего года. Перед осмотром здания подрядчик рассказал главе района о ходе строительных работ. Ребята активно вентиляцией занимаются, пока противодымной. Так, потом, когда они подготовят уже выход на кровлю в более теплое время будем готовить. Там тоже много отверстий, поэтому мы хотим это попозже сделать. Но они активно работают, прямо допоздна работают. До 9:30, вчера ушли опять, да. Вот. Сейчас вот вчера приехали отделочники. Ну, отделочники плюс к тем, которые... У нас было тут 6 человек. Работу на объекте новый подрядчик начал с вывоза мусора, после приступил к облицовке фасада. Также была обустроена кровля над актовым залом. На данный момент идут отделочные работы. Устанавливается вентиляционная система, производится облицовка стен кафельной плитой. Спецработы – это вентиляционные работы, очень большой объем работ этих. И плюс ко всему еще занимаются прокладкой внутренних систем водоснабжения, канализации, пожарный водопровод. Вот мы опрессовывать собираемся. Глава района объект осмотрел полностью, зашел в каждый кабинет и подсобное помещение. Конечно, после осмотра возникли некоторые вопросы по проекту. Их подрядчик пообещал решить. В общем, на данном этапе выполненные работы радуют. Видим, что работа ведется, тепло в здании заведено. Там то, что была сырость, сейчас это все, сырость ушла. Сейчас, в принципе, здание сухое стоит. Ну и работа, да, работы, смотрим, ведутся по отделке уже. Электрика, в принципе, здесь уже, ну, процентов, наверное, 80 она проведена. Сейчас отдельные работы ведутся по отдельным кабинетам. Александр Черепанов отметил, что динамика есть. Дело сдвинулось с мертвой точки. Все материалы в наличии, решаются вопросы по финансированию. К концу года школа искусств будет готова к встрече со своими учениками. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Пушкинская карта продолжает открывать молодежи дорогу в мир культуры. С января этого года в программе сменился банк-оператор. Однако для пользователей это пошло почти незаметно. Необходимо было лишь переоформить карту в приложении госуслуги «Культура». Если же самим сделать это не получилось, помогут специалисты банка-оператора или национальной библиотеки. В Якутии обладателями пушкинской карты сегодня являются более 310 тысяч молодых людей. Среди них Евдокия Исакова, ученица 9 класса школы номер 5. Оформила карту она еще в прошлом году и с тех пор регулярно выбирается вместе с семьей в музеи, кино и на выставки. Меня попросили в школе оформить пушкинскую карту, чтобы мы пошли там на спектакль, театр. Ну, с классом мы ходили на «Капитанскую дочку».
Ну вот. Но у меня тогда не было пушкинской карты, поэтому я через пушкинскую карту брата сделала. Да и много плюшек. По России вот я летаю, вот. Я иногда ходила туда-сюда, всякие концерты. К программе активно присоединяются и новые участники. Кириллу Бутакову, ученику 8 класса 18-й школы, недавно исполнилось 14 лет. Именно с этого возраста можно оформить пушкинскую карту. Сделать это ему помогли специалисты Национальной библиотеки Якутии. Рассказали о возможностях программы и объяснили все этапы оформления. В библиотеке очень быстро оформили пушкинскую карту. Хорошие специалисты. Мне кажется, пушкинская карта будет очень полезна и очень сэкономит семейный бюджет. Теперь я смогу сходить на спектакли, которые мне интересны. Сегодня с помощью карты в республике можно посетить около 190 организаций культуры. В их числе 14 театров, а также 20 музеев, 125 культурных центров и различных образовательных организаций. За время действия программы сотрудники библиотеки помогли оформить пушкинскую карту более чем 1000 молодых людей. Мы выезжаем в школы, в колледжи, в вузы и также информационно и технически помогаем оформить пушкинскую карту. Для оформления нужно паспорт, СНИЛС и подтвержденная учетная запись на портале госуслуги. В 2026 году, объявленном в Якутии Годом культуры, программа продолжит действовать в прежнем формате и обеспечивать доступ молодых жителей республики к учреждениям культуры. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. От древнего эпоса до современных мотивов в стенах Сахатеатра дан торжественный старт Году культуры в республике. Калейдоскоп мероприятий знаменует множество важных событий, включая и день проведения открытия 16 января, утвержден днем основания Якутского национального театра. Подробнее о планах и проектах расскажет Анастасия Пуляева. 120-летие Якутского национального театра, старт 3-го десятилетия героического эпоса «Олонхо», открытие новых культурных центров и реализация проектов, направленных на развитие эпоса. Все это, как и многое другое, знаменует 2026 год, объявленный Годом культуры в Республике Саха-Якутия. Каждый человек основывается на своей культуре, на культуре своего народа. И культура народа – это наивысшая ценность, которую мы бережем, мы стараемся сохранить и передать от поколения в поколение. И когда народ основывается на своей культуре, на своей традиции, он является устойчивым. Он преодолевает любые препятствия, сложности, оберегает его культура народа. И вот почему важно провести год культуры на очень высоком организационном уровне. В ходе торжественного открытия года озвучены направления мер поддержки и сохранения наследия, поддержка творцов, которые вносят свой вклад в историю нашей республики, и физическая доступность мероприятий, включающая поддержку и развитие домов культуры во всех уголках республики. Это в первую очередь мероприятия республиканского значения, потом районного, наследного уровня. И Министерство культуры будет координировать все большие мероприятия. И, конечно, мы планируем самое большое мероприятие, вот открытие наших объектов, артистического центра эпоса искусств, открытие второй очереди высшей школы музыки. И будем проводить ИСЭХ Олонхо Кобяйском улусе в рамках именно года, который начинает 3-е десятилетие Олонхо в нашей республике. Немаловажным является и развитие креативной экономики. Таким образом, перед работниками культуры горного района стоит важная задача – развитие проекта «Горный креатив», включающего в себя детальное изучение истории родного края и даже археологические раскопки. Но этот проект подразумевает, что туризм с развитием культурного кода. Мы хотим, чтобы Горный Улус имел свой культурный код. В отличие от дизайн-кода, она олицетворяет то, что извне именно что наши легенды, наши вот артефакты, да, из этих мы делаем такой единый культурный код нашего улуса и хотим сделать такой туристический маршрут, чтобы работать с другими улусами. В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение символа года, знаменующего собой череду событий, направленных на сохранение и развитие национального наследия, включая и создание новых инициатив. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Якутск.
В историческом парке «Россия. Моя история» начала работу виртуальная выставка «Творение АИ». Это первый персональный проект цифровой художницы Туяры Стручковой, посвященный мифологическому мировоззрению народа Саха. Экспозиция состоит из 12 залов и отражает путь сотворения мира через 3 уровня якутской космогонии. Помимо этого, в день открытия выставка сопровождалась ярмаркой якутских мастеров с благотворительной миссией. Собранные средства будут направлены на оказание медпомощи ребенку с врожденным пороком сердца. Я трудилась над этой выставкой целых 2 года. Это начиная изучение книг, изучение источников, читая архивные документы, рукописи. И все собрала, всю информацию. И после того, чего я воссоздала образы, мифологические образы верхних божеств АИ, духов хозяев и рассказала про мифологию в целом якутского народа. Это мое самое заветное желание – показать миру, что такое наша культура. Великий пехлеван, так называют якутского борца вольного стиля Александра Иванова. Он является серебряным призером Олимпийских игр в Монреале и заслуженным мастером спорта СССР. В честь 75-летия Александра Иванова в Якутском музее открылась выставка, на которой представлены его личные награды, включая олимпийскую серебряную медаль, а также фотографии ключевых моментов его карьеры. Также посетители могут ознакомиться с материалами, рассказывающими о пути спортсмена к успеху и его значительном вкладе в развитие якутского спорта. Этот музей расскажет вам мою спортивную жизнь, которую многие знают, которую в 1976 году в Монреале, как говорится, сделали триумф. Триумф якутских борцов. Это вот его стиль борьбы стал уже, можно сказать, искусством. И очень приятно, что сегодня вот прошли именно те поклонники спортивной вольной борьбы и очень много молодежи. Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин готовится к участию в забеге в рамках марафона «Полюс холода». В преддверии старта именитый спортсмен встретился с учащимися Тамторской средней школы, ответив на интересующие их вопросы. Также Смертин принял участие в товарищеской игре по футболу, в которой его команде бегунов противостояла сборная местной ДЮСШ. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев заснеженного поля. Напомним, 7-й по счету марафон «Полюс холода» проходит во имя Конскому Лусе. Участие принимает 96 представителей 44 регионов России, а также Беларуси и Японии. Алексей Смертин завтра примет участие в забеге на 50 километров. Какой я там на полюсе холода, вот я и приехал сюда. То есть не побеждать даже, скорее я побеждать буду себя самого и буду бежать, но насколько смогу. Ну, понятно, что не буду себя убивать полностью, потому что у меня цели другие. Вот, но попробовать себя на максимальной скорости, при максимальной температуре, и даже, знаете, без кокетства скажу, что я немножко расстроился, что довольно тепло. Эти климатические условия, которые в Якутии, они мне привычнее, потому что я из Сибири, я привык к зиме, я привык к снегу. Вот, поэтому здесь я чувствую себя как дома. Играл на баяне в суровые морозы, объехал пол России и стал настоящей знаменитостью. В Якутск вновь приехал известный велосипедист, музыкант Клим Калужский. На этот раз путешественник-энтузиаст хочет посетить Заполярье республики. Гастролером встретилась и моя коллега Надежда Саханская. Все мы знаем, что такое передвижение на велосипеде летом. Но вот зимой особая прелесть. Это и погодные условия, и гололед, и толстая одежда, которая несколько сковывает движение. Ну а что, если я вам скажу о существовании такого человека, который передвигается так далеко не первый месяц? За спиной у него 40-килограммовый рюкзак, а спереди 9-килограммовый аккордеон. Причем ездит он по городам России, совершенно не прикасаясь к рулю, все больше играя на музыкальном инструменте. Что будет, если соединить велосипед, баян и индуистскую мантру на санскрите? Получится уличный артист Климентий Калужских. 22-летний строитель-кровельщик нашел свой необычный формат. Он катается по городу, играет на народных инструментах и поет древние тексты. Для Климентия это не просто хобби, это способ совместить профессию, увлечение и желание дарить людям эмоции.
звучит инструмент совершенно по-разному. Например, здесь чем севернее, тем громче эхо, звук такой особенный, морозный такой. И особенно прикольно, когда еще там я подтопываю по снегу, чтобы слышно было, как скрипит снег местный. Это своего рода такой аккомпанемент дополнительный получается. Да. Несмотря на то, что призвание Клима дарить улыбки, он уже успел расстроиться. Прибыл-то он в республику за морозами, а вот встретил оттепель в минус 30 градусов. Тем не менее, музыкант-гастролер продолжит свое путешествие. Совсем скоро он отправится в одну из самых холодных точек нашей республики – город Верхоянск. Прибыть он туда хочет аккурат к крещению, чтобы успеть окунуться в купель. А для достижения такой цели нужна хорошая физическая подготовка. Впрочем, Клементию этого не занимать. Правда, сплоховать может техника, так как аккордеон – это уже 5-й по счету, а у велосипеда не переключаются скорости. Перемерз механизм. Тормоза работают, но при нажатии на тормоза колесо заедает постоянно. То есть именно здесь, в Якутии, постоянно то есть не переключаются скорости. Путь до Верхоянска и обратно займет у артиста 2 недели. Планов громадье. Клим хочет посетить Камчатку, зарулить на родину в Магадан, где не был 9 лет, а также побывать за границей в ЮАР, откуда прямиком на Антарктиду. Пожелаем удачи и легкой дороги. Надежда Саханская, Нюргун Старостин, Якутск. В Нерюнгри крещение Господне ежегодно собирает сотни людей и традиционно проводится на реке Чульман. В настоящий момент подготовка к массовым купаниям также началась. Главное внимание направлено на обеспечение комфорта и безопасности всех участников. В организации задействованы все необходимые службы. На месте будут установлены теплые палатки и выведены дополнительные рейсы автобусов до места проведения обряда. В этом году в нашем городе купания начнутся 19 января в 12 часов дня. И они продолжатся до конца дня, до 20:00. Хочется напомнить, что купание не является церковным обрядом или таинством, а это традиционная русская культурная традиция. Основное для верующего в этот день посетить богослужения, которые у нас традиционно пройдут во всех храмах нашего города и района. В общем, безопасность крещенских купаний в Якутии обеспечит более 600 специалистов. В 20 районах республики подготовлено 29 официальных мест для омовения. В Якутске купания пройдут с 18 по 20 января. До места купели на Зеленом лугу запустят временный автобусный маршрут. Автобусы будут отходить с площади павших борцов, где вечный огонь. Торжественное открытие и освещение купели на Зеленом лугу пройдет 18 января в 13 часов при участии Якутской и Ленской епархии. Для участников купания организованы теплые палатки. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.